Зрелищное спортивное мероприятие вызвало огромный интерес у всех клубов по смешанным единоборствам республики. В программе бойцовского турнира выступили бойцы-любители в 11 возрастных группах, каждый из которых по 8 весовых категорий. Этот турнир стал возможным благодаря огромным усилиям большой группы людей, которые трудились над организацией Open Synergy Championship. А уникален он тем, что в поединках сошлись представители сразу нескольких видов единоборств – ММА, кикбоксинга, грэпплинга и других. Одним из первых вышел на поединок Магомед Амин Эгиев. Бой получился бескомпромиссным, как часто это бывает у юных файтеров. Магомед Амин обеспечил себе заветную победу и выход в полуфинал. У меня осталось еще 2 схватки. Я хочу победить в этих 2 схватках. Я пришел здесь, чтобы забрать первое место. Я хочу поблагодарить своего тренера Тенгиева Насурдина. Он очень хорошо учит меня. Идея проведения спортивного мероприятия принадлежит Исеханиеву, профессиональному бойцу смешанных единоборств, который решил придать новый импульс развитию ММА в Ингушетии. Как рассказал инициатор соревнований, основная задача – это прежде всего совершенствование боевых навыков юных спортсменов и популяризация смешанных единоборств в регионе. Мы начали большой проект с университетом Синергии. Вот первый шаг нашего большого проекта. Заявлено у нас по всей республике за бойцы. Около 70-80 человек заявлено было. Вот как видите, идет насыщенный уже турнир. Мы планируем в дальнейшем именно начать первый этап «Путь к поясу». Вот такой организуем турнир «Путь к поясу». Первый этап мы планируем сделать сейчас в декабре. С минимальным количеством поражений выступили бойцы местного клуба «Сунджа». Для Элеза Хамадханова было принципиальным стать первым на родной для себя арене. Встретившись в финале с базовым борцом, ему пришлось провести практически всю дистанцию боя в партере. Во втором раунде соперник Элеза отважился на несколько перспективных выпадов, но тут же был наказан встречными техническими действиями. Победа Хамадханова не вызвала сомнений ни у судей, ни у зрителей. Это фок наш, мы тут тренируемся, поэтому было важно не проиграть тут, победить. И сегодня я победил. Подобные спортивные мероприятия – это всегда новые имена и сенсации турнира. Как и предполагали организаторы соревнований, бои получились зрелищными, а лучших атлетов в своих весовых категориях награждали медалями, грамотами и сувенирными подарками с символикой турнира. Харон Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24.